Здравствуйте. Меня зовут Давид Амир Садур. Я сын известного мусульманского просветителя Вали Ахмеда Садура. Вот. Я представляю общину православных татар города Москвы. Вот. Эта община появилась с легкой руки отца Даниила Сысоева. Вот. Он известный человек, в общем, мученик за веру. Вот. И он объединил многих татар, которые стали православными. Дело в том, что традиционно считается, что если татарин, то мусульманин. Вот, а на самом деле, в нашей поликонфессиональной России это совсем не так. И среди татар есть как мусульмане, так и православные, причем это очень и очень давно, уже не одно столетие. Вот. Для меня очень важно было, со стороны отца Даниила, во-первых, искренняя проповедь Евангелия. Во-вторых, конечно, очень важно было, что люди, татары, православные татары могут друг с другом общаться. Вот, отец Даниил, помимо всего прочего, проводил молебны на татарском языке. Вот, христианские православные молебны на татарском языке, что тоже очень важно, потому что я как носитель, как этнический татарин, узем татарман, люблю язык, люблю, слышать молитву на этом языке. В общем, это было очень важно. Причем среди православных татар есть такое очень давнее направление, которое себя называют кряшины. Они выделены в отдельный этнос среди татар, в субэтнос, вернее. То есть, но они давно уже несколько столетий исповедуют христианство, православное христианство. У них существуют храмы, где молитва происходит, все молитвы происходят на татарском, которые давно переведены, и больший, основной круг богослужения переведен почти полностью во второй половине XIX века. Вот. И в Татарстане во многих местах есть храмы, где служатся на татарском. Вот. И наша община православных татар, она немножко отличается от кряшин. Если кряшины, выделены в некий субэтнос, и живут несколько так отделенно от татар, отчасти, может быть, это связано с какими-то недоразумениями и размолвками с этническими татарами-мусульманами. Во всяком случае, это вот так вот. Вот. А православные татары немножко шире, поскольку это люди, которые, крестились вот так вот спонтанно. То есть, кто-то нашел для себя в христианстве нечто глубокое, важное, истину нашел. Вот. И собственно, стал прихожанином храма, членом какой-то общины. Вот. И молится, и старается жить по-христиански. Вот. Поэтому как существует наряду с кряшинами, точно так же и православные татары. И, надо сказать, их довольно много. Вот. Московская община довольно активно взаимодействует с общинами других регионов России, очень широко. И это и Уфа, и Казань, и Нижегородчина, и касимовские татары. То есть в разных местах есть татары, православные татары, с которыми мы достаточно активно, Астрахань, достаточно активно контактируем, взаимодействуем, поддерживаем друг друга, помогаем с какими-то богослужебными текстами, и разного другого помощи. Вот. Есть желание, конечно, чтобы и в Москве тоже был храм, где могла быть служба на татарском языке. Вот, может, Бог даст, и это будет устраиваться. И, конечно же, очень важно, и сам я специалист по сравнительному богословию. То есть я вырос все-таки в мусульманской семье, христианство – это мой личный выбор. Вот. В этом личном выборе я не противопоставляю себя исламу и мусульманам, а понимаю, что для меня выбор христианства. С отцом мы, с моим покойным, много дискутировали на эту тему. Вот я пошел дальше, я стал заниматься сравнительным богословием. Вот, узнал и знаю, что в исламе и христианстве гораздо более общего, чем разделяющего. Это и единый Бог, это и нравственность, это и весь корпус пророков,
Вот, тексты Священного Писания очень во многом совпадают. Скажем, когда ну вот мы совершали паломничество в Нижний Новгород, когда одна из христианских общин встречалась с мусульманской общиной, вот, на уровне бытовом мы выяснили, что проблемы очень близкие, очень одинаковые. Если человек становится верующим, скажем, его немножко, ну, как бы хуже понимают на работе, допустим. А вот зачем он постится? А вот зачем нужна молитва? А почему вот он выделяется? Вот все выпивают, он не выпивает, допустим. Это касается и христиан, и мусульман. Вот, ну и так далее. То есть получается, что вот на таком вот бытовом уровне, на исповедании веры, на жизни по совести, в нравственности, вот получается, что гораздо более общего, чем разделяющего. Вот, поэтому вот очень важно, чтобы, да, ну и собственно вот моя основная задача, я провожу лекции, беседы, в том числе в московских вузах по сравнительному богословию, где показываю общность, единство этих двух авраамических религий. Авраам, Ибрагим, как он звучит в Священном Коране, в тексте Священного Корана, это один и тот же пророк, и это две ветви Авраамовой религии. Ну вот если вкратце, то примерно так.